Это вторая школа-гигант в Ингушетии, рассчитана на 1500 ученических мест. Масштабные объекты, отвечающие всем современным стандартам. Сегодня в Ингушетии сданы 2 школы на более чем 2000 ученических мест. Мы выступали против террора, чтобы не было войны. Помним, скорбим, сплотимся и победим. Сегодня День солидарности в борьбе с терроризмом. В летнем амфитеатре прошла памятная акция. Запускаем сегодня белые шары как символ солидарности против терроризма. Капля жизни против террора. Ингушские активисты почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Вот эти предназначены для цветочных зон. Здесь будет сделана, обработана металлическая тумба. Здесь будут цветы, здесь будут деревья. Воплощение проекта «Городская среда в реальность». Как идет благоустройство общественных территорий Магаса, узнавала наш корреспондент. Продемонстрирована государственная политика поддержки семьи и женщины. Размер пенсии и срок ее назначения. Изменения в пенсионном законодательстве в первую очередь поддерживают сами пенсионеры. На канале Ингушетия Новости 24. Здравствуйте. Праздник знаний продолжается. Начнем выпуск с открытия новой школы. Зеркальный телевизор с онлайн-вещанием, современная пропускная система, позволяющая родителям и педагогам отслеживать детей, и даже универсальная интерактивная трибуна с электронным дисплеем. Всеми этими новшествами теперь смогут воспользоваться учащиеся школы «Гигант» в Гамурзиево. Там сегодня состоялось торжественное открытие с участием высокопоставленных лиц. Суперсовременное общеобразовательное учреждение рассчитано на 1500 мест. Это одна из самых крупных школ не только в республике, но и в стране. Чем еще может похвастаться новый храм знаний, расскажет Рина Тичоева. Это вторая школа-гигант в Ингушетии, рассчитана на 1500 ученических мест. Трехэтажное здание состоит из 4 блоков, где размещены более 60 кабинетов. Объект построен по самым современным технологиям. Счастливые улыбки и праздничное настроение вовсе не сценарный план, а настоящая неподдельная радость. Ведь учиться в такой современной школе – мечта каждого ребенка. На долгожданное открытие образовательного учреждения приехали и почетные гости. Специально для них учащиеся подготовили выступление. За то, что душа у вас молода, за то, что рядом вы с нами всегда. В этот день школьникам желают главного – хороших отметок. Заместитель министра образования и науки России Ирина Потехина зачитала приветственный адрес от министра. Вы стоите на пороге невероятного мира знаний, который готов открыться, необходимо лишь усердие и любопытство. Не бойтесь ошибаться, ведь на этом пути вас будут сопровождать замечательные, опытные, внимательные наставники, ваши учителя. Также поздравляю и благодарю преподавателей. Без их самоотверженного труда не было бы школы. Только по-настоящему участливый человек может стать хорошим учителем. Хочу пожелать детям интересных уроков, новых знаний, конечно же, отличных оценок. Преподавателям хочу пожелать чуткости и внимания к детям, к их ученикам. Ну, а родителей хочу пожелать, чтобы они были горды за своих детей, которые учатся в такой замечательной школе. И пожелать всем удачи и успехов. Нобелевские премии, лауреатов, которые будут от школы. Давайте договоритесь, одного хотя бы сделайте. Договоритесь, одного достаточно. От каждой школы по одному такому. А если серьезно, дорогие друзья, Федеральный центр лицея президента Станислава Владимировича Путина, правительственного блока Дмитрия Анатольевича Медведева, социального блока правительства, Министерство просвещения и, конечно, контроль полномочного представителя дает свои результаты. И вот долгожданный момент. Большие ножницы перерезают ленту, и двери в новый храм знаний открываются.
Большая столовая, библиотека, актовые и 4 спортивных зала возвели образовательное учреждение по программе создания новых рабочих мест в общеобразовательных организациях. Здесь учащиеся смогут не только получать знания, но и развивать свои способности, которые уже, кстати, демонстрируют почетным гостям. Датчик перечитывает информацию, он дает шлагбауму подниматься, и машина проезжает. Шлагбаум за ним опускается. Автоматический вариант. Зеркальный телевизор с онлайн-вещанием, мультимедиа, проектор для актового зала, а также универсальная интерактивная трибуна с электронным табло и дисплейной сенсорной системой. Помимо прочего, коридоры и классы здесь оборудованы ультрафиолетовыми бактерицидными лампами для обеззараживания воздуха. Адам Шанхоев признается, что учиться в таких условиях просто мечта. Здесь очень красиво, красочно, уютно. Больше всего мне понравилось спортивный класс. Здесь большая школа, и она красивая, разных цветов. Ну а главная гордость – современная система безопасности детей обеспечивается за счет организации пропускной системы, которая отправляет родителям текстовое сообщение с подтверждением прихода ребенка в школу. Но и это еще не все. Полностью все необходимое для оснащения школы нам уже предоставили. Москва просвещение привезли нам оборудование и спортивные залы, в актовый зал, столовую полностью оборудовали. И все классы наши, предметные и начальные классы, полностью оборудованы интерактивными досками, проекторами, ноутбуками. В общем, все, что дальше вот, необходимая литература. Помимо прочего, в школе будут открыты и дополнительные кружки, поэтому расслабляться или не учиться у ребят не будет поводов. Ведь для этого у них уже есть все необходимое. Рина Сычоева, Сурхо Гусиев, Новости 24. Первые занятия в новой школе для ребят провел глава региона, присоединившись к всероссийской акции «Урок России». Масштабная тематическая акция Общероссийского народного фронта охватила более 1000 школ во всех регионах страны. Юнузбек Евкуров пообщался со школьниками, затронув тему участия ингушей в Великой Отечественной войне. Напомнил, как важно знать и ценить подвиг своих дедов. Общероссийский народный фронт впервые инициировал проведение «Урока России» в 2017 году. Тогда в акции приняли участие более 200 тысяч учащихся средних школ. Идею проведения «Урока России» поддержали в Министерстве просвещения страны. Ее участниками в этот раз стали порядка 500 тысяч человек. Еще одно торжественное открытие новой школы состоялось в Малгобеке. Современное образовательное учреждение рассчитано на более 700 ученических мест. Школа оборудована по всем современным требованиям: большой актовый зал, 2 спортзала, столовая и около 4 десятка оборудованных кабинетов. Такого подарка школьники и педагоги ждали с нетерпением. Моя старая школа была старой, там было скучно, некрасивый кабинет. А в этой школе большая, красивая, красивый класс, хороший учитель. И мне здесь очень нравится. Будешь учиться? Да. Я приехала с 18-й школы, она была очень старая. Там было, вообще ее не изменяли, но я переехала в эту школу, мне очень сильно эта школа понравилась. Чем тебе эта школа нравится? Здесь все новое, это супер, так, современное. Здесь очень интересно, и новые друзья, все здесь есть. Дети у нас ходили с крайних улиц, домов в отдаленную школу, то есть в центр. Сейчас эта школа для нас огромный подарок. Мы очень рады, что наши дети пошли в эту школу. Школа оснащена всем, чем можно только пожелать. Большие 2 просторные спортзала для всех видов спорта, читальный зал, библиотека, просторные большие кабинеты. В мероприятии приняли участие почетные гости: замминистра просвещения России, заместитель полпреда президента России в СКФО, глава Ингушетии и председатель регионального парламента. Гости осмотрели школу и оценили условия, созданные для учащихся. Я думаю, что вы все ее ждали. Я очень хочу пожелать не только успеха детям, но и родителям, потому что успехи ваших детей – это и ваши успехи тоже. Вы все сегодня тоже идете в школу в новую. И мне хочется, чтобы вы были рядом с вашими ребятами, чтобы вы поддерживали их во всем их помогали. А педагогам я хочу пожелать
на все 100% использовать тот потенциал, который дает вот эта замечательная новая школа. С праздником! Позвольте от имени полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова поздравить вас с началом нового учебного года и открытием этой новой, замечательной, светлой, большой школы. Уверен, что из этой школы выпускники этой школы, какие бы они ни занимали потом должности, какие бы они в институты не поступали, будут и инженеры, строители, военные, кто бы ни был, да и просто будут, пусть они будут хорошие, добрые мамы и папы, это будут истинные патриоты России, истинные патриоты Ингушетии. Это место нуждалось именно в строительстве школы. Ну и я уверен, что в ближайшее время детский сад, где здесь начнется строительство. Школа построена в самые кратчайшие сроки. Хочу сказать спасибо подрядчику, всем строителям, которые строили Баркалдиари Асфалтон. Они реально трудились на совесть, сделали на совесть. Я так понял, 25 лет гарантии, да? Больше. Больше даже? Хорошо. 5 лет гарантии, я думаю, что они будут его соблюдать. Сегодня в России отмечается памятная дата, объединяющая граждан всей великой страны – День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день мы вспоминаем жертв трагических событий. Этой дате ежегодно посвящают массовые мероприятия, памятные акции, в которых принимают участие общественные организации, волонтеры, представители органов госвласти, дети и простые граждане. Ингушетия против терроризма и наркомании. Республиканская акция под таким названием прошла в летнем амфитеатре в Насыркорте. Репортаж Мадины Пугоевой. Привлечь внимание к чуме 21 века и объединить усилия в борьбе с терроризмом и наркоманией. С таким призывом выступают организаторы мероприятия. И именно этой теме посвящена музыкальная композиция, которую для собравшихся исполняют звезды ингушской эстрады Алаудин Исмурзиев и Белла Базоркина. Песню, кстати, написали специально к памятной дате, как призыв к миру и согласию. Столько красоты нам Всевышний вокруг дал, и вместо того, чтобы радоваться и жить, люди почему-то воюют, усложняют жизнь окружающим, и это такой, мне кажется, гимн и призыв к миру. Чувство, которое тяжело описать словами и до сих пор не покидает матерей, потерявших своих детей во время террористических актов. Самыми сокровенными мыслями с собравшимися делятся те, для кого жизнь разделилась на до и после трагедии в семье. Пожалуй, одним из самых жестоких преступлений против человечества можно назвать нападение на сотрудников правоохранительных органов летом 2004 года. Около 100 погибших и почти столько же раненых. Новость о массовом убийстве полицейских всколыхнула всю общественность. Для меня сперва это было шоком. Я сперва не мог оценить все, что происходит. Я на следующий день пошел на работу, и мне, конечно, хотелось встретиться со своими друзьями, коллегами, узнать ближайшие новости. Но и узнали, в первую очередь узнали о погибших. Терроризму нет оправдания, поэтому главная задача – объединить усилия, чтобы противостоять этому злу. Камила Дзейтова считает, что взаимная поддержка способна сохранить стабильность и процветание в республике. 8-летняя девочка исполняет для собравшихся песню про аиста – символа мира и добра. Мир на земле – это самое главное в жизни. Мы выступали против террора, чтобы не было войны. Невосполнимые потери, сотни убитых и раненых. Еще 10 лет назад республика жила в страхе из-за террористических актов. Сегодня у жителей есть самое главное – стабильность. Постоянно идет диалог, постоянно идет общение с людьми, общение с молодыми ребятами, с молодежью. Проводятся разного характера и семинары, и лекции, выездные мероприятия. То есть сегодня власть, она очень тесно взаимодействует и с обществом, и общество тоже с властью. И поэтому здесь это, конечно,
конечно, сказывается уже положительно. Что касается вот именно работы Министерства спорта в этом направлении, то ребят мы привлекаем, проводим мероприятия, приглашаем имама, приглашаем известных спортсменов, проводим с ними встречу. При малейшем желании привлекаем их к различным видам спорта, дзюдо, бокс. Также выделяются им формы спортивные для большего вовлечения их. Одним словом, работа такая ведется, и у нас больше ребят с улицы возвращаются в наши залы, наши мероприятия, учреждения. Они воспитали достойных сыновей, ставших гордостью своего народа, матери, в чьих сердцах поселилась боль и скорбь, которую невозможно унять. В завершение мероприятия собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Мадина Пугоева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Этот день объединил всех, кто пострадал и на себе испытал бремя террористической деятельности, отметил в своем инстаграм глава Ингушетии. Своим примером они демонстрируют готовность бороться против этого зла. Любое насилие по своей сути чудовищно, и неважно, кто и по каким причинам становится его жертвой. Никто из живущих на земле не имеет права решать, кто достоин жизни, кто нет. Все равны, а жизнь только в воле Всевышнего. Мы, народ Ингушетии, это отчетливо понимаем, поскольку нет ни одной семьи, которую бы не коснулась трагедия. Хамсыр Мехкой, призываю вас помнить опыт прошлых лет. Берегите себя и своих родных. Конец цитаты. В знак солидарности в борьбе с терроризмом по всей стране поливают цветы и деревья из символической чаши. Жители Ингушетии присоединились к всероссийской акции «Капля жизни». Таким образом, организаторы формируют у участников четко выраженную гражданскую позицию относительно чумы 21 века, призывая быть бдительными и осторожными. Ингушские активисты в рамках мероприятия полили именные деревья на аллее памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Вода – это источник жизни, это источник процветания, и поэтому вот поливая из ладоней, детских ладоней сегодня цветы и деревья, высаженные на этой аллее, мы, как сподвижники доброй воли, показываем, что жизнь, она дана для того, чтобы ее продолжать. В честь погибших сотрудников, дань памяти сотрудников правоохранительных органов, которые отдали свои жизни в борьбе против терроризма. Вот на этой аллее, где высажены именные деревья в честь сотрудников правоохранительных органов, мы запускаем сегодня белые шары как символ солидарности против терроризма и наркомании. Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошли в разных уголках республики. Как противодействовать экстремизму и предостеречь молодежь от необдуманных шагов? Об этом говорили сегодня на круглом столе в Малгобеке. На встречу пригласили депутатов городского совета, религиозных деятелей, местных властей и представителей правоохранительных органов. Подробности у Микаила Тангиева. Участники круглого стола едины во мнении, что угроза навязывания экстремистских взглядов сегодня поджидает молодежь буквально на каждом шагу. Главный способ им помочь – это вовремя остановить, поняв, что молодой человек стал жертвой вербовки террористов. Собравшиеся призывают каждого не оставаться безучастными в борьбе с этим злом. Все должностные лица, будь это представители культуры, спорта, здравоохранения, депутатский корпус, орган управления города, администрация, предприятия различных отраслей. В любом случае, по своей роду, по своей деятельности должен носить лепту в то, чтобы минимизировать риски возникновения вот этих чуждых в нашем обществе явлений, как терроризм и экстремизм. В первую очередь внимание должны проявлять родители, интересуясь, чем занимается их ребенок в свободное время, какие у него планы и к чему он стремится. В преддверии учебного года я бы хотел обратиться ко всем, чтобы мы все с вами понимали, что да, мы руководители определенных учреждений, но мы еще являемся и родителями. В первую очередь надо начинать с того, что с себя, с семьи. Воспитание своих детей, надо знать, где с кем общаются твои дети, в каких соцсетях они сегодня проводят время, где черпают информацию.
Участники встречи полагают, что зачастую молодежь в силу еще не сформировавшегося мировоззрения, присущего этому возрасту, наиболее уязвима и больше поддаются влиянию идеологов радикальных течений. И, конечно, именно молодые люди – самые активные пользователи интернета, которые на сегодняшний день являются самой действенной площадкой вербовки. Те, которые осуществляют террор, мы все знаем, что террор – зло и так далее, они себя не ассоциируют со злом, не ассоциируют себя с терроризмом. Они говорят, что мы борцы за идею. Но на самом деле используются все виды технологий. Вот есть понятие такое избирательные технологии. Полевые избирательные технологии. Там все методы вот есть по порядку. Так и это. Местные власти регулярно проводят профилактические беседы на эту тему с подрастающим поколением. Только в этом году в малгобекских школах ИДК провели больше десятков встреч со школьниками и студентами. И работа в этом направлении будет только расти. После сегодняшней встречи многие нам, дадут свои предложения. Исходя из этих предложений, мы разработаем определенный какой-то комплексный план, который будет направлен в основном на решение этой основной проблемы. А так, конечно, у нас и в комплексном плане республики нашей противодействия идеологии, терроризма, экстремизма. У нас заложены эти вопросы. Стараемся выполнять решение этого плана. У нас много бывает поручений Совета Безопасности, которые мы исполняем, всегда стараемся довести те моменты, которые нам рекомендуют, молодых людей. В завершении встречи участники круглого стола в очередной раз призвали всех присутствующих не поддаваться лжеидеологии вербовщиков. Ведь нужно твердо понимать, терроризм и экстремизм – это не что иное, как зло, разжигающее национальную и религиозную ненависть. Сегодня это общая проблема для всех, и решать ее необходимо также вместе. Микаэл Тангиев, Султан Булгучев, Новости 24. Этот день по-настоящему объединяет всех, кто не понаслышке знает, что такое террор. Погибших от рук террористов и незаконных вооруженных формирований поименно помнят в Ингушетии. Потому День солидарности в борьбе с терроризмом для нас дата особая. Мы не забудем события июня 2004-го, нападение на Назрановское РОВД в 2009-м, покушение на главу Ингушетии. За всем этим стоит страшное и бесчеловечное лицо террора. Самые громкие преступления и что постигло тех, кто проливал кровь наших земляков. В репортаже Мадины Пугоевой. В ночь на 22 июня 2004 года преступная группировка захватила Назрановский пост ДПС и прилегающий участок дороги, что позволило боевикам беспрепятственно передвигаться и убивать сотрудников полиции, проезжающих по этому маршруту. От рук бандитов тогда погибло около 80 человек, более сотни были ранены. Далее группа вооруженных людей буквально оккупировала город и захватила несколько складов с оружием. Через несколько лет после тех трагических событий на скамье подсудимых оказались 11 участников нападения на Назрань. Большинство из них получили сроки от 11 до 15 лет, а их сообщник Илес Ганиев в колонии строгого режима проведет остаток жизни. В ходе следствия все обвиняемые вину в совершенных преступлениях признали под давлением собранных следствием доказательств. Однако в суде они изменили свою позицию защиты и отказались от данных им ранее показаний, в том числе от признания своей вины. Перед судом предстал и Али Тазиев, он же Магас. На его совести еще одно громкое преступление – нападение на главу республики Юнусбека Евкурова, в результате которого погибло 2 человека. А сам Юнусбек Евкуров с тяжелыми ранениями был доставлен в одну из московских клиник. Ему предъявлено обвинение в совершении вооруженных нападений в июне 2004 года на объекты правоохранительных и военных структур на территории Республики Ингушетия, а также убийство сотрудника правоохранительных органов, в том числе убийство исполняющего обязанности министра внутренних дел Республики Ингушетия. За совершенные диверсии Али Тазиев получил пожизненный срок. Та же судьба постигла и организаторов взрыва у здания Назрановского РОВД. 2 марта 2010 года в ходе спецоперации Выкажева сотрудниками ФСБ были уничтожены 6 членов незаконных вооруженных формирований, в том числе и Саид Бурятский, организатор того теракта, когда террорист-смертник протаранил ворота РОВД на «Газели» груженной взрывчаткой, 400 килограмм в тротиловом эквиваленте. Взрыв прогремел в момент построения личного состава. В этом взрывном устройстве стояло 2 детонатора. Одно механическое, которое террорист сам должен привести в действие. А если его ликвидирует, то ему помогает его же подельники, которые находятся на определенном расстоянии и все это наблюдает. Пострадали не только полицейские, находившиеся в эпицентре взрыва, но и жители города, чьи дома были расположены в радиусе 200 метров от него. Десятки человек погибли, сотни были ранены. В их числе и брат Али Гадиева, чье тело опознали одним из первых. Где вот спуск, подвальное помещение, там подвал был под зданием РОВД. Вот
вот такой вот там был бордюрчик такой небольшой. Вот за ним телефон завалился, и там лежал, они его там нашли. Ну и потом впоследствии там выяснилось, что вот где он сам, ну, фрагменты тела его, именно вот в этом месте тоже вот они его первым вытащили, цифру 1 присвоили, номер 1. Но на этом череда терактов на территории Ингушетии не закончилась. Спустя 3 года в Сагапшах произошел взрыв во время похоронной процессии, на которую собрались родные, близкие и коллеги погибшего накануне от рук боевиков сотрудника полиции. В результате этого теракта погибло 7 человек, еще 15 получили ранения. В момент взрыва двор Кориглах был полон соболезнующих, а отец погибшего полицейского готовился к чтению заупокойной молитвы. Я вообще представления не имел, что это такое. Потом, когда уже более-менее пришел в себя, понял, что это там очень мощный взрыв был. Люди стояли на намазе, на них мясо живое падало, люди падали в обморок. Совершенно здоровые люди. Первоначально в совершении теракта подозревали Хамзата Альдиева, жителя Сунжинского района Ингушетии. Но результаты экспертизы ДНК показали 95% совпадение с ДНК родственников 29-летнего Хусейна Идилова, уроженца Чеченской Республики, сына бывшего начальника Аргунского РОВД Хамзата Идилова. На популярном видеохостинге следователи обнаружили запись, на которой видно, как участники незаконного вооруженного формирования, и среди них Хусейн Идилов, занимаются подготовкой взрывного устройства, возможно, того самого, которое было использовано при совершении теракта в августе 2012-го. Этих людей прошу, очень прошу, чтобы они остановились, чтобы они безвинных людей не губили, не расстреливали, не сжигали. Это же вообще, там, если этот день посмотрели бы вы, это ужас был, ужас. Я не желаю это, никому не желаю такой день. Организатор этого теракта Доку Умаров в итоге тоже получил возмездие за содеянное. Доказательства его смерти позже разместили в сети интернет как убедительное свидетельство того, что ни одно совершенное членами НВФ преступление не останется безнаказанным, сколько бы времени ни прошло и где бы они ни прятались. Мадина Пугоева, Новости 24. К другим темам. Столицу Ингушетии Магаз по праву можно назвать не только умным городом, но и комфортным. Город преображается на глазах. Создание удобных и комфортных условий для жизни горожан и гостей столицы – задача, стоящая перед местными властями. В рамках реализации проекта «Городская среда» в Магасе проводится масштабная работа по благоустройству общественных территорий. Как создается комфортная среда в столице, расскажет Ната Евлоева. Марат Азиев помнит улицу Кулиева еще до ее благоустройства. Разрушенный асфальт, затрудненное движение. Такая картина царила здесь до недавнего времени. Сейчас всю общественную территорию благоустроили. Проложили тротуарное покрытие, озеленили прилегающую зону. Но раньше здесь была парковка, постоянно стояли машины, мешали пешеходам, гражданам, жителям города Магаз. Сейчас все это привели в порядок. Благоустройство города – это не только его украшение. В первую очередь, это создание удобных для жизни условий. В Магасе этому вопросу власти стараются уделить большое внимание, даже незначительным на первый взгляд мелочам. К примеру, эта скамейка необычной формы сделана из бука. И не страшен ни дождь, ни солнце, защищена прочным декоративным покрытием. Но самое главное – прослужит долго, до 10 лет. А рядом еще несколько таких изделий, только уже со столиками. Здесь можно поиграть в настольные игры или же просто посидеть и отдохнуть. Вот эти предназначены для цветочных зон. Здесь будет сделана, обработана металлическая тумба. Здесь будут цветы, здесь будут деревья. Эти сетки предназначены для того, чтобы не наступали. Будет красный клен будет. И вот эти архитектурные лавочки, сзади которых стоят тумбы, тоже цветочная зона будет готова, иншаллах. Реализацию проекта «Городская среда» на улице Кулиева начали еще весной. В ближайшее время планируется озеленение зоны отдыха. Эту общественную территорию власти также планируют украсить питьевым фонтаном. Работы еще не завершены, но улицу уже не узнать. Здесь парковались, жители жаловались нам. Данная территория прошла рейтинговое голосование весной этого года. И в рамках проекта нам удалось вот такую красоту здесь произвести. Радуют жителей преобразованиями и
улица Азиева. Тут, как и на Кулиевой, возникали проблемы с парковкой. Нельзя было ни пройти, ни проехать, а в дождливую погоду еще и грязь и слякоть. По просьбам местных жителей обустроить территорию как пешеходную зону, сотрудники администрации и партии «Единая Россия» основательно взялись за реализацию проекта. Работа заключается в устройстве детской площадки, благоустройстве подъездов к дворам, установке парковочных мест, благоустройства пешеходной зоны. Они попросили, чтобы вся эта зона была обустроена как пешеходная зона для прогулки детей, для лиц пожилого возраста. А парковочные места были перенесены за территорию, дворовой территории. Им стоит отметить, что эта работа уже администрация проведена. И мы здесь в рамках общественного контроля со стороны регионального отделения партии «Единая Россия», общаясь с жителями, смотрим, как эта работа ведется. Официальное открытие площадки запланировано уже на этой неделе. Позже начнутся работы по озеленению территории. Но самое главное, чтобы жители ценили и бережно относились к созданным условиям. Ната Евлоева, Адам Далаков, Новости 24. Такова воля покойного. Теперь эта фраза из фильмов станет обычной реальностью для россиян с наследниками. С 1 сентября каждый гражданин сможет оставить наследство через специальный наследственный фонд. Он будет сформирован сразу же после смерти человека. При этом наследственный фонд позволяет передавать оставшееся имущество покойного по частям. Можно даже передавать наследство по воле усопшего после выполнения определенных условий. Соответствующие поправки внесены в Гражданский кодекс. По мнению законодателей, внесение соответствующих поправок стало необходимостью. Фонд позволит обезопасить бизнес, который передается по наследству, от ненадежных партнеров. А главное, поможет подстраховать неопытных наследников. Но главное, уберет все споры среди наследников. И снова о пенсии. Президент России Владимир Путин в своем недавнем обращении к россиянам объявил о дополнительном изменении условий пенсионной реформы. Следует отметить, что глава государства смягчил внесенную правительством версию, в частности, сокращение срока выхода на пенсию для женщин, сохранение всех региональных льгот. Что думают о внесенных корректировках сами пожилые люди, которые пока не спешат уходить на заслуженный отдых, расскажет Зелимхан Калоев. Продолжительность жизни в стране с каждым годом повышается. В прошлом году она достигла более 70 лет. На Кавказе этот возраст значительно выше. Ожидается, что эта отметка превысит в 30-м году 80 лет. Причем пожилые люди и сами не торопятся на заслуженный отдых. Они по-прежнему полны сил и энергии. Как, например, Руслан Латыров. По паспорту ему 63, но в душе 45, а то и меньше. Именно так он объясняет, почему до сих пор не ушел на пенсию. Проверка оборудования и снятие показаний со счетчика. Будни оператора по расчетам с потребителями начинается с уже привычного обхода абонентов. Каждодневный труд для него больше, чем просто профессия. Это возможность чувствовать себя нужным и приносить пользу обществу. Понравилась мне, работа хорошая, коллектив хороший, сплоченный. Пока я на пенсию не собираюсь. А вот Антонина Петровна, педагог со стажем, свою жизнь без детей не представляет. Буквально вчера ее без того большая школьная семья пополнилась на несколько десятков малышей. В этом году она отмечает свой 40-летний юбилей педагогической деятельности. И ни на минуту не пожалела, что стала учителем. Главный залог учебы – дисциплина, говорит Антонина. Они сейчас маленькие, и мы как-то теряемся. Да, кажется, страшно. А как же их усадить? Что делать? Потом просматриваешь фотографии прошлых лет, смотришь, думаешь, эти тоже были такими же маленькими, но мы же справились. И как быстро прошло время, что они выросли. И глядя на них на линейке, радуйся их успехам. И уверены, что и с этими детьми у нас будет все прекрасно. Накануне в своем обращении к россиянам Владимир Путин объявил об изменении условий пенсионного законодательства. Он подчеркнул, что в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы. На них, как правило, весь дом. Забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет. Именно их коснулись поправки в большей степени. Многодетным матерям президент предложил уходить на пенсию раньше остальных. Также для граждан, которые достигли пенсионного возраста, по старому законодательству в ближайшие 2 года намерены установить особую льготу – право оформить пенсию на 6 месяцев раньше нового срока. Прежде всего, я, конечно, очень довольна как женщина и
за всех наших женщин, что все-таки вот это 3 года, которые на 8 лет сразу увеличивался пенсионный возраст женщин, и на 5 лет мужчин, он как бы уравнен, и женщины 3 года получили, так сказать, себе в запас, они могут раньше на 3 года выходить на пенсию. Это раз. Второе, мне очень приятно, что многодетные мамы тоже получили льготную возможность выходить на пенсию. И здесь в данном случае продемонстрирована политика, государственная политика поддержки семьи, и женщин и детей. Сегодня в России работают 30% людей пенсионного возраста. Многие не готовы отказаться от привычного образа жизни. Тем более, когда есть желание и силы трудиться. В Ингушетии по статистике из более чем 100 тысяч пенсионеров 20 тысяч до сих пор не сдали трудовую книжку. Не готовы отпускать опытных специалистов и работодатели. Ведь главный плюс людей пожилого возраста – бесценный опыт, которого нет у молодых коллег. Это стало одной из множества причин, по которым в Госдуме и было принято решение о повышении пенсионного возраста у мужчин и женщин. Другая причина – изменения в законодательстве будут способствовать росту пенсии. Зелимхан Калоев, Рахман Цуров, Новости 24. Все информационные выпуски и анонсы наших программ смотрите на официальных страницах в соцсетях Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и ВКонтакте. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.